Приветствуем вас, уважаемые зрители, в эфире программы «Интервью с чемпионом» на канале МАГАЗ. Сегодня у нас в гостях президент Федерации смешанных единоборств Республики Ингушетия Ваха Шанхой. Ваха, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ваха, в уходящем году было очень много событий в мире смешанных единоборств. Давай начнем с последнего турнира Лиги НФЛ. Вот как тебе турнир? Просто забудем, что ты президент Федерации смешанных единоборств и как болельщик. Да, действительно, 24-й год для смешанных единоборств Республики Ингушетия. Я могу отметить, что это, наверное, самый удачный год. Этот год включил значимые события. Мы, я думаю, поэтапно будем о них говорить. Пару дней назад у нас прошел второй уже наш профессиональный турнир Лиги НФЛ. Действительно, еще один шаг к популяризации, к развитию смешанных единоборств республики. По моему мнению, турнир был очень грандиозный, собрал действительно элиту мирового спорта, очень много гостей, много болельщиков. Но мы должны понимать, что Республика Ингушетия действительно очень сильно любит смешанные единоборства, и это было видно потому, как 4000-ный зал был переполнен. Забит буквально. Да, буквально забит. И очень много желающих еще остались, к сожалению, на улице. И мы, исходя из этого, мы понимаем, что людям это интересно, люди идут, молодежь тренируется, молодежь знает этих спортсменов. Поэтому первый плюс в данном турнире это то, что было много зрителей. И второй плюс то, что наши ребята, которые тренируются, выступают, могут у себя на родине показать себя, показать публике, сделать первые шаги уже в профбоях, так как это действительно очень тяжело в других лигах дебютировать, набивать себе рекорд, мы это все понимаем, поэтому это будет такой площадкой для многих перспективных бойцов, я надеюсь. Вот в отличие от первого турнира Ваха, на втором турнире было больше опытных бойцов, скажем так, Алик Албагачиев, Исмаил Сагов, Александр Емельяненко. А вот в последующих турнирах вы планируете выставлять уже таких топовых бойцов? Буквально вчера мы разговаривали по данному турниру, и после первого даже турнира мы уже обговаривали тот момент, что в последующих турнирах будут более конкурентные бои, более опытные ребята, и уже я думаю, что мы о лиге уже узнали, как можно максимально мы распространили, да, именно эту лигу, и люди про лигу, наверное, в России точно знают. Поэтому дальше рекламу делать и ставить каких-то хайповых бойцов я не вижу смысла. Поэтому акцент на сегодняшний день будет делаться на яркие противостояния молодых, перспективных ребят и громкие бои более опытных спортсменов. Как ты уже отметил, Алик Албагачиев действительно очень рад был, что он показал себя. Он очень после большого простоя подписался в ICA. Мы понимаем, какая конкуренция там. Один бой выиграл, второй проиграл, и уже ему нужен был такой старт. Он выиграл, показал очень красивый бой. Также Исмаил Сагов, который реабилитировался, начал восстанавливать свою карьеру уже, да. Мы понимаем его долгое отсутствие, но сегодня он идет очень хорошо и уже в других лигах, так как он тяж, в первую очередь, наверное, и он интересный, зрелищный тяж, и разговаривает. Поэтому в других лигах тоже Исмаилом заинтересовались, и, вероятнее всего, до Рамадана, в середине февраля, скорее всего, мы его увидим еще в октагоне. Ваха, если в общем так говорить, вот создание собственной лиги, да, НФЛ, это плюс для развития смешанных единоборств нашей республики? Любая лига, которая будет давать возможность нашим ребятам выступать у себя на родине или же в других городах, разницы нету. Главное, чтобы стабильно эти ребята могли делать бои
не ждать годами, когда им появится возможность выйти на замену, а действительно видеть, что ими интересуется, что под них уже ищут соперников. И это, конечно, огромный плюс. И это действительно для них и для всех нас это большой прорыв, можно сказать. Но создание своей лиги, тем более и название лиги национальная, да, бойцовская лига, я думаю, это уже о многом значит уже. Вот, на мой взгляд, самое яркое событие именно в ММА для нашей республики в этом году – это выступление наших ребят на чемпионате мира, да? Вот как бы ты оценил их выступление? Да, я тоже думаю, мы, создавая лигу, проводя мероприятия такого масштаба в республике, мы уже имели опыт, мы помним бои М1, помним, какую публику собирали даже в горах, там даже сесть негде было, поэтому такого ажиотажа ожидалось. Но чемпионат мира – это уже другая история. Это другие победы, это, можно сказать, история, которая... То, о чем ты мечтал. Да, история, которую мы пытались и мечтали написать. Сегодня она стала явью, и мы ее видим. У нас есть чемпионы мира, у нас есть 3 чемпиона мира. Автоматически они мастера спорта международного класса. И мы понимаем, что ММА в республике прогрессирует, мы ставим цели самые высокие, и на следующий год есть много планов, на 2025 год. Особенно это будет направление молодежи, начиная с 16-17 лет. Мы будем ставить акцент на них, чтобы у нас уже было в сборной России и на чемпионатах, первенствах мира, да, чтобы наши молодые ребята там были, как и уже взрослые. Вот с первых дней, как ты возглавил Федерацию смешанных единоборств, ты мне говорил, что мечтаешь просто, чтобы у нас появился 1 чемпион мира. Теперь у нас их 3. Вот честно, ты сам ожидал, что у нас будет 3 чемпиона мира? Честно, не ожидал, что их будет 3, но надеялся, когда мы вылетали на чемпионат мира, когда мне звонили из Минспорта, и друзья, знакомые, там, коллеги, когда мне звонили, говорили, спрашивали про мое мнение, я говорил, я надеюсь, если на то будет воля Всевышнего, что у нас будет 1 чемпион мира. Хотя бы 1, я говорил. Но получилось так, что все 3 действительно выступили на все 100%, стали чемпионами мира. И это огромный результат, который до сих пор отмечают, можно сказать, все любители смешанных единоборств в стране. И насколько я знаю, Юсуп Халухаев, он уже переходит в профи, да? Не будет больше выступать. У нас уже в любительском ММА пару дней назад был подписан такой договор, что ребята до 5 боев, до 5 профессиональных боев будут допускаться в любители. Могут выступать. Да, уже есть такой закон, и ребята уже смело могут дебютировать, чтобы зря время не терять, чтобы они за год-два могли набить себе такой рекорд. Вот есть, им тогда дается такая возможность, до 5 боев они могут выступать и там, и там. И поэтому, скорее всего, все эти ребята с Нового года начнут уже выступать и по профи, и, возможно, и Юсуфа, и Малика, и Аслана мы увидим на следующем чемпионате России. Возможно. То есть и Малик, и Аслан тоже планируют? Да, после того, как был подписан такой закон, уже ребята изъявили желание, что они хотят дальше оставаться в сборной, хотят дальше выступать по любителям, потому что, находясь в сборной страны, для ребят есть огромные привилегии в плане зарплаты, в плане сборов, в плане экипировки. И это, если у них получится, конечно, совмещать это, пока у них не будут такие громкие бои, громкие там, долгосрочные контракты, я думаю, это правильный выбор. Единственный вопрос,
смогут ли они держать вес. Потому что по любителям каждый день они гоняли, восстанавливались, и поэтому им приходилось очень тяжко. И сегодня начать профессиональную карьеру, гонять там и, опять же, садиться на диету, готовиться к любительским соревнованиям. Будет ли для них это мотивация? Вот это будет большой вопрос, мне кажется. Единственный плюс у Аслана, он не гоняет и он не садится на диету, даже когда ему это надо. Так что я думаю, Аслана мы, скорее всего, увидим. Ну и как сам Аслан говорил, если бы ему пришлось гонять вес, он бы просто оставил бы спорт. Да. И, Ваха, если говорить про результаты в общем, да, нашей команды, помимо чемпионата мира, какие у нас еще самые значимые турниры были в этом году? Я отмечаю, что самым значимым в этом, уже в уходящем году у нас был старт на чемпионате России. Не ожидая, действительно, вот там я действительно не ожидал такого результата. Мы выстрелили очень серьезно. Именно на чемпионате России впервые сборная Ингушетии заявила о себя очень мощно. Мы забрали 3 золота, 1 серебро, одну бронзу. Общекомандное первое место на чемпионате России. Такого никогда не было. И, возможно, долгое время еще не будет. И показав такой результат, можно сказать, и меня пригласили в сборную страны, сборную России, как старший тренер сборной. Они увидели, что мы идем в правильном направлении, что у нас идет работа, что ребята подготовлены. И мы с каждым годом прогрессировали. На чемпионатах у нас изначально был 1 чемпион, потом 2 чемпиона, и здесь уже 3 чемпиона и 2 призера, поэтому и командное первое место. Поэтому это действительно, можно сказать, что данный чемпионат России дал такой толчок уже в большой спорт. Поэтому я все-таки говорю, что самым, наверное, важным именно моментом для смешанных единоборств, который перевернул, да, весь этот мир смешанных единоборств. Я считаю, что это был чемпионат России. Вот с чем связан, Вах, такой результат? С чем он связан? Действительно, именно на чемпионат России мы готовились очень серьезно. И ребята были голодные, и были мотивированы, и команда собралась. Знаете, такая команда, с которой не стыдно было бы поехать и на чемпионат России, и на чемпионат мира. Там были и опытные ребята, как Хамхою Адам, который 5-й или 6-й раз выступал на чемпионат России. Также был Хазботов, Сириев, Халухаев, Марсагов Магомед. Они все опытные, перспективные ребята. Мы видим, как сейчас Магомед дебютировал, да, по проф. Уже виден его потенциал, виден его багаж, который он набрался именно с любительских боев. И поэтому эти ребята сделали по максимуму, что они могли сделать на чемпионате России. И в итоге у нас такой результат. И, к сожалению, 2-й и 3-й номера, 3-й номера именно не поехали на чемпионат мира. Я очень хотел, чтобы Марсагов тоже был участником чемпионата мира. Он мог, и я думаю, реваншироваться мог, да, с 1-м номером России. И он ему и проиграл на чемпионате. Я думаю, на мире он мог бы реваншироваться, потому что 2-й бой, он бы уже более ответственно отнесся бы к этому бою. Поэтому хотелось бы, но у него не получилось, так как 1-й, 2-й номер оба поехали. Поэтому такой момент. Ну, он сейчас перешел по любителям, также планирует на следующий год выступать и по любителям тоже. Мне кажется, все-таки, Ваха, сборы тоже повлияли на наших бойцов. Ты же организовал им сборы. Да, в совокупности это все повлияло очень хорошо. И подход наш, и начиная, да, мы уже за год планировали, что нам надо будет выступить на России, что у нас будут тяжелые бои, будут определенные соперники. Мы понимали, с кем нам надо будет встретиться даже. И мы уже морально себя готовили, физически очень сильно подошли к этому турниру.
Ну, мы понимаем, что чемпионат страны — это один из важнейших, наверное, стартов. Поэтому был организован сбор в Мужичах, который действительно двухнедельный сбор, который прошел на все 100%, были организованы все условия, за что благодарности Министерству спорта и Руслану Белхароеву, в частности. Я всегда говорю, что на протяжении 4 лет Дашлакой Али делал максимум для развития смешанных единоборств республики, и сегодня эти старания приносят свои плоды. И уже с приходом на пост министра спорта Республики Ингушетия Белхароева Руслан также продолжает тот путь, который начал Али Дашлакоев, и поддерживает и помогает наших ребят. И я думаю, с такой поддержкой и с такими возможностями, которые есть у нас на сегодняшний день, мы должны в этом году дать очень мощный результат. Как я уже в начале программы говорил, такой же результат мы ожидаем сегодня от молодых ребят. К сожалению, в этом году, возможно, мы слишком большой акцент сделали на старших ребят, младшие нас чуть подвели. И поэтому мы чуть пересмотрим этот момент и, начиная уже с января месяца, будем делать акцент на молодых ребят и ждем, я думаю, пару человек в составе сборной. А у молодежи были в этом году какие-то такие серьезные старты? Да, у них были серьезные старты, и надо отметить также, что Федерация смешанных единоборств Российской Федерации уже, да, Союз ММА России, проводит первенство мира по всем возрастам, начиная от 16, 17, 18, 20 и мужики. По мужикам у нас было 3 человека, 4 человека, мы поехали, выступили. По молодежи, к сожалению, не было. Но так как уже проводятся миры, уже проводятся международные турниры, мы обязаны сделать так, чтобы в составе сборной страны были ребята с Республики Ингушетия. И все тренера, федерация, все мы уже сообща работаем над тем, чтобы наши ребята подошли к чемпионату СКФО. Это для нас самый важный старт. Выиграть чемпионат СКФО, особенно первенство СКФО, очень тяжело, их бывает очень много. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы там показать очень хороший результат. И переходя к профессиональным нашим бойцам, вот как они выступали в этом году? Последним выступил Моусар Ивлоев, Да. за пределами республики. Да, у нас, как я уже отмечал, 24-й год был очень плодотворный, начиная с тех ребят, которые дебютировали уже с любительского ММА проф. Это тот же Магомед Мальсагов и таких много ребят. Есть Картою Ибрагим, который очень перспективный парень, мастер спорта международного класса. До сих пор был единственным мастером спорта. Вот. Поэтому он тоже, у него 2 боя за этот год. Очень много соперников срывались. Мало кто хочет выступить вот против таких неудобных соперников. Я его сравниваю, его стиль я сравниваю с Моусаром. Он также вязкий такой. Вязкие, тяжелые бои. Но он неуступчивый, очень хорошо дышит, и поэтому соперники в основном отказываются. Но у него уже назначен в феврале бой. Я думаю, бой состоится. Айсей, да. Также надо отметить Картоева Билана. Мы недавно говорили о нем как о перспективном бойце-любителе, который выиграл Кубок России недавно. Был призером чемпионата России. Сегодня он на НФЛ очень громко о себе заявил. И я думаю, что по профим... Причем выйдя на замену, да? Выйдя, да, за пару дней буквально на замену он вышел. Он долго ждал этого момента, если честно, он хотел выступить, но выйдя на замену, показал действительно очень огромный арсенал, который в нем присутствует. Он, возможно, один из самых техничных бойцов в нашей республике, и в дальнейшем мы это будем видеть, наблюдать. И он Билан дебютировал уже
Ибрагим Магомед Мальсагов. И Мальсагов Али у нас идет, к сожалению, последний бой по состоянию здоровья. Али прошел не так, как мы планировали, но мы намерены исправить это, мы намерены сделать реванш. И есть Аушев Тамерлан, который уже провел 2 боя, начиная с этого года. Очень громко тоже в ICA о себе заявил, очень крепкий, умный по бойцовскому, да, уже парень, очень высокое IQ, поэтому у нас тоже на него большие надежды. Вот радует то, что эти ребята с юных лет занимаются у нас в залах, тренируются, выступают по любителям, и доходя до определенного момента, мы уже имеем очень серьезный материал, который можно переводить в любую лигу в России. И сегодня большой пример, как Ибрагим Картоев, да, который, наверное, он все возможное выиграл в любительском ММА. И в феврале у него пройдет бой, 3-й бой уже в ICA Young Eagles. И есть договоренность, пока не можем озвучивать, но есть договоренность с лигой. Скорее всего, после этого боя мы сразу его подписываем в другую хорошую российскую лигу, где он будет через пару боев драться, если все пройдет, как мы планируем, драться за титул. И забрав этот титул, есть планы посмотреть, уже можно отправить его в Америку. Потому что у него вес 57 килограмм, не особо конкурентный, парень сам крепкий, и я думаю, есть шансы зацепиться. Также Юсуф Халхоев, очень перспективный парень, скорее всего, в феврале будет дебютировать в Fight Nights. У нас там уже есть Бабули Целоев, вот, возможно, он тоже там дебютирует. Есть также предложен контракт от Романа Гуляна, это лига «Наше дело». Очень серьезная лига, которая набирает обороты, очень именитые ребята там подписаны, поэтому есть такие ребята, есть с чем работать, есть уже мотивация, чтобы работать, потому что ты видишь, что все, что ты делал, это все не напрасно. И есть люди, которые помогают с первого дня, начиная, как я уже говорил, там с Али Дашлакоева, да, будучи министром, он начал поддерживать. Есть вице-президенты, Евлоев Магомед, генеральный директор строительной компании «Гранул», всегда готов помочь, поддержать наших ребят. Плию Якуб, меценат, все время поддерживает наших ребят. Они хоть и взрослые, старше, да, намного меня, но они звонят, интересуются, спрашивают, какие у нас результаты, и меня это действительно радует. Также есть Мухаммадханов Батыр, министр автодорог у нас, действительно очень много поддерживал смешанные единоборства республики. И есть Евлоев Хамзат. В любое время я понимаю, что мы можем обратиться к нему, и он нам никогда не отказывает. Также Евлоев Магомед Али, он после мира нас встретил в Москве, очень приятно было его видеть, посидеть, наградил наших ребят. Также дал понять, что мы можем на него рассчитывать и в любой момент можем к нему обращаться. Также наша республика, наше правительство, в любое время мы можем зайти, и я думаю, это действительно очень многое значит и для нас всех, кто работает, и для наших ребят, да. И Руслан Белхороев с нами все время на связи, интересуется, приглашает, все время спрашивает, что нужно, и действительно, видя вот такой уже в совокупности масштабную команду, и видя, как за тебя, можно сказать, вся элита, да, за тебя беспокоится, и, конечно, ты понимаешь, что ты можешь работать, что ты должен работать, ты должен отдаваться на все 100%, и уже большие результаты. Я уже давно отмечаю, что большие результаты, они не за горами, надо просто идти правильно, надо тренироваться, и в скором времени мы уже, я надеюсь, увидим
пару уже ингушских бойцов на аренах UFC. И если говорить уже про Моусара Евлоева, который совсем недавно выступил против экс-чемпиона UFC, как тебе его поединок? Действительно очень серьезный поединок. До боя я говорил, что это, наверное, самый неудобный соперник Моусару. У него и борьба хорошая, и физика. Но мы видим, что Моусар передышал, переборол и даже перебил. Поэтому мы понимаем, что Моусар давно заслуживает поединка за титул, но у лиги, особенно, наверное, у Дана Уайта, свои правила, свои там интересы, и поэтому они находят, кому давать титульные шансы. Я не знаю откуда, но находится парень, который, пару боев проведя, уже становится намного выше Моусара в рейтинге. Но Моусар, мы виделись, как он приехал домой пару дней назад, мы виделись, мы разговаривали. Моусар также приходит в зал, помогает ребятам, поддерживает нас. И мы с ним разговаривали, и он никак не сломлен, он понимает, куда он попал, он понимает, на какой он стадии. И мы помним, такая же стадия была у Хабиба, когда он всех выигрывал, но ему не давали титул. И сегодня на его место стал Моусар Евлоев. И он говорит: я буду выигрывать, я буду бить всех, кого мне поставят. И когда в моем дивизионе не останется никого, говорит, они мне тогда дадут чемпиона. И вот его настрой мне нравится, и я думаю, мы можем с него брать пример. И действительно, Моусар как личность и как спортсмен, вот надо с таких ребят брать пример и тренироваться, идти вперед. То есть, получается, в следующем году есть вероятность того, что Моусар будет биться за пояс? Да, большая вероятность того, что Моусар будет биться за пояс. Даже следующий бой они могут уже, так как мы слышали новость, что Илья Топурия переходит легкий вес, он не может гонять на полулегкий. Если он перейдет, то возможно, даже они могут свести Моусара с Диего Лопесом, опять реванш, потому что и Диего Лопес, по-моему, один из претендентов, да, и Моусар. Поэтому там может быть любая развязка. Они очень близко подошли к этому титулу, и я думаю, что для лиги тоже это такая напряженная ситуация для лиги. Они сами даже не знают, наверное, кого поставить, потому что советчиков тоже будет много, и кого-то надо подтянуть, кого-то надо, я не знаю, чуть вперед поставить. И тут Моусар, который идет и всех выигрывает, тоже, наверное, чуть мешает им. Катком прошелся, да, катком прошелся. Но, как Моусар сам говорит, если он всех будет выигрывать, им некуда деться, они по-любому будут давать за титул. Вот я бы хотел, чтобы Моусар против Алекса Волконовского выступил. Интересный бой был бы, но Алекс, так как проигрывал последние бои, я не знаю. В топах все равно. Да, он в топах, у него есть имя, но этот бой, скорее всего, не будет за титул. Прититульный такой бой, да? Да, скорее всего, они могут поставить Волконовский, Моусар, тоже такой слух есть, что они хотят свести Моусара с Волконовский в претендентском бою. И кто из них выигрывает, дерется за титул. Ну, на крайняк, я думаю, тоже интересный бой будет. Если за титул не дадут, то самый такой ожидаемый бой этот будет. Нам без разницы, главное, чтобы Моусар выиграл главное, титул. Чтобы поезд приехал уже в Ингушетию, а там разницы нету. И в конце нашей беседы, Ваха, поделись ближайшими планами. Какие планы на предстоящий год? На 25-й год, если все у нас пройдет по воле Всевышнего, как мы планируем, начиная с января, в конце января уже пройдет отборочные турниры в республике, и в феврале до Рамадана начинается СКФО по всем возрастам. Пройдя вот это очень тяжелый путь, чемпионат СКФО, первенство СКФО, я это отмечал не раз. Пройдя уже чемпионат СКФО, мы будем четко понимать, кто у нас будет драться на России, на первенство России, кто у нас в каждом возрасте становится первым, вторым номером, получается, кто у нас будет в сборной Республики Ингушетия. И на этих ребят будет сделан акцент, максимальный акцент, будет
после Рамадана организован сбор у нас на базе Мужичах. И максимально приложив все усилия, мы соберем хорошую команду, чтобы на первенствах, на чемпионате России у нас были уже новые имена. Уаха, рад был видеть тебя в нашей студии. Далехта Уаховчин. Взаимно. Уважаемые телезрители, это была программа «Интервью с чемпионом». Оставайтесь на канале Магаз.